Раз, два, три, раз, раз, раз. Мы бросили все свои дела, а все для того, чтобы продать первый билет на рок-фестиваль Sounds of Sakha. Он лежит у меня вот здесь вот. Мы продадим его тому, кто подойдет ко мне и назовет кодовое слово, точнее фразу. Мы должны выйти на проспект Ленина, мы пойдем вот по Орджоникидзе и выйдем на проспект. На самом деле, то, что мы сейчас делаем, это отличный повод прогуляться. Мы старики, вообще не гуляем. И поэтому сейчас мы пойдем колу возьмем. Что еще? Колу и все. На билете у нас большим, собственно, символом отмечен магазин игровых приставок «Аркада». Соорганизаторы. В этом году мы вместе с «Аркадой» делаем. Вот так вот получается, что когда-то мы просто партнерствовали, а теперь мы вместе делаем большой фестиваль. Говорят, что мало групп на фестивале. Мало групп. На самом деле групп достаточно в силу того, что у нас два хедлайнера. Их программа, час плюс у них программа. Две группы будут играть, и получается, что у нас прям вот программа перенасыщенная даже. Вы просто еще не были, вы еще не знаете. Вы еще скажете: все, я больше не хочу, все, не играй больше, выключай. И в целом можно отдохнуть от музыки, я вам даже так скажу, потому что у нас будет классная игровая зона от наших друзей из магазина «Аркада», спортивные игры, настольные игры. Вот просто ты приходишь, и там маленький город. Я думал, что они рокерши. Вот раньше бы можно было бы легко, сразу как-то рокера видишь, а сейчас вот с этой хипстокультурой, когда все смотрят Versus, например, да? Вот. Очень тяжело отличить рокера от нерокера. Сейчас зайдем в магазин, там, скорее всего, видеосъемка запрещена, но я смотрю, Лев против, там говорят, это не режимный объект. Сейчас мы будем снимать. В общем, держите, это ваш напиток. Особо хотелось бы выделить группу 8 Faces. Это же как Blink 182 или Сам 41. В целом, ребята очень порадовали звучанием, и больше всего нам понравилось то, что такие молодые и уже записываются. Ну, в смысле, группу только собрали, и уже там записи, по-моему, больше, чем у группы Нархим за 10 лет. У Нархим одна. Макс, прости. В этом году мы долго выбирали хедлайнера и хотели как-то всем угодить, чтобы у нас было что-то и полегче, и потяжелее. И в итоге мы выбрали две группы. Это Animal Jazz и Jane. Многие думают, что это слишком 2007, а мне кажется, что слишком 2007 это те, кто думает, что это слишком 2007. У обеих этих групп лучший альбом далеко не в 2007 вышел. Скорее всего, там где-то в 2010 или даже в 2012 году. Там. Очень важно сейчас подготовиться, послушать, чтобы подпевать, там стоять, вот так делать. О, у меня глаза слезятся от газировки. Билет еще продали? А? Билет еще продали? Какой билет? На Sounds of Sakha. Не знаю, прости. Что я за Лоджанки? Отдача, мама, билет мы переживем. Есть, у нас есть победитель. Как тебя зовут? Я Андрей. Билет мы переживем, билет мы пережили. Билет номер 001 за 1300 рублей уходит за 1000 рублей Андрею. Андрюх, молодец. Покажи билет в камеру. Чур, перка. Дайте вам билет, мы переживем. Мы уже продали. Да. Вот так получилось. Только что мы продали Андрюхе билет. А что я знала Джанге? Мама, дайте билет, мы переживем. О, ты третья. Поздравляю тебя. Да. В этом году мы привозим две группы, но этого бы не получилось, если бы не наши друзья из магазина видеоприставок и аксессуаров «Аркада», потому что благодаря им у нас вот получилось сделать так, чтобы аж два хедлайнера, сделать, короче, все в 2 раза круче. Начнем с группы Animal Jazz. Вообще Animal Jazz группа, которая уже была у нас в городе и очень понравилась, если честно. Вокалист не слышит на одно ухо, откровенно, но поет, как будто у него 9 ушей еще дополнительных. И он прям профессионал. Вот во всех интервью, которые я смотрел, читал, все говорят, что он профессионал. Даже другие музыканты сторонние, что там, грубо говоря, он очень долго и кропотливо подготавливается к концерту, чтобы вот спеть как вот прям вот в последний раз всегда. Группа Jane. Группа, как многие говорят, из 2007-го, может быть, и так, может быть, из 2008-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, любого. Интересный факт про группу Jane. Группа Jane, у них есть интересный сайт-проект, это группа Little Big, это группа, в которой играет басист, он пишет всю музыку для них. Jane совмещает в себе несколько музыкальных стилей. Оставь мое сердце бить!
и рок, и рэп, и электронная музыка. Все это есть, поэтому можно будет и подпеть что старое, давно знакомое, и потанцевать, просто подпрыгать по какие-то интересные мотивы. Да, это здорово на самом деле. Это такая, просто, мне кажется, фестивальная группа. Здравствуйте. Что? Это ваша собака? Да. Красивый пес. Привет! Твоя хозяйка не успела! Иди сюда! Я вчера ходил с дамочкой в кино, у нас получилось, короче, около 1000 рублей. 1,5 часа смотрели какую-то страшилку непонятную. Получилась штука, а здесь целый день вы проводите под открытым небом, смотрите на группы, танцуете, пляшете, встречаете друзей, имеете полный доступ к игровой зоне бесплатный, к спортивным играм. Вы можете смотреть кино от наших друзей из Geek-Cafe. Возможностей куча, и здесь всего 1300. Поэтому для тех, кто говорит, что это дорого, может, вы из дома не выходили или что-то в этом роде. В клуб зайти просто на танцпол, поплясать 500 рублей стоит. Просто вот никакой программы вам особо там ничего, да? А здесь 1300, большая программа, мне кажется, что это того стоит. Надо успевать покупать билеты за эту цену, потому что потом будет только дороже. Просто мне кажется, что в комментах писать уже нечего стало. Ну и вот как-то вот надо подколоть. Вот что-то надо такое, какую-то язву. Вот. И у нас есть там 2 популярных коммента, это «Что так дорого» и 2007, вот. Но мне кажется, что все это не актуально. Даже солнце выглянуло, видите? Меня только что благословили. Вот эти мои слова. Мои слова вот эти вот. Как добраться? Будет специальная стоянка, где стоят машины из индрайвера. Так что, когда вы подходите к специальной стоянке, вы можете быть уверены, что все люди, которые там припарковали свои автомобили, это таксисты. Вы подходите и по специальному тарифу вас будут увозить. С собой можно не брать ничего вообще. На многих фестивалях нормальная практика, когда ты приходишь на фестиваль, у тебя даже зеркальную камеру забирают. Есть такое, что неаккредитованные фотографы, которые не прошли аккредитацию, они не могут пройти со своей камерой с объективом. Профессиональное оборудование просто не допускается. На нашем фестивале такого нет. Естественно, у нас не такой размер фестиваля, но есть еще такая фишка, нельзя проходить со своей едой, нельзя проходить со своей едой и водой. Вот это будет на Sounds of Sakha. Зона фестиваля — это своего рода заведение, своего рода клуб, кафе, своего рода концертная площадка. Это все в одном. Ну и насколько мы знаем, в заведение такого рода мы не можем пройти со своими напитками или едой. Привет! Это нормальная практика, это обычно на российских фестивалях, на фестивалях всего мира так делают. И я думаю, что если мы будем заимствовать практику российских, зарубежных фестивалей, тогда и будет рост. Это, во-первых, целью безопасности, чтобы люди с собой не проносили стекло. У нас на территории фестиваля нет стеклянных тар вообще. Целью того, чтобы люди не пронесли с собой что-то тяжелое, чем можно нанести вред другому человеку. Ну и, конечно же, здесь есть и коммерческая сторона с целью поддержки нашего фестиваля. Все деньги с продажи продуктов, напитков, еды и всего прочего уходят тем, кто продает эти продукты, напитки, еду и все прочее. Просто вы поддержите фестиваль, фестиваль работает дальше, продолжает радовать всех. Не надо носить с собой баулы, не надо носить с собой 5-литровки с водой, вам не нужно привозить свой мангал. Все очень просто, дорогие друзья, вы просто приезжаете и отдыхаете, а потом едете спокойной душой домой. Тем не менее, мы понимаем, что есть люди, которые хотят сами пожарить шашлык, которые хотят принести свои 5-литровки с водой. Такое всегда есть, мы это не запрещаем, но оно должно все происходить за территорией фестиваля. Кстати, в этом году у нас еще будет кальянная зона. Я думаю, что кому-то это понравится, потому что сейчас кальянные набирают оборот, набирают популярность, и наши друзья из Ice Smoke привезут нам кальяны и будут радовать нас вкусными разными штуками, поэтому приходите проводить там время. Не место красит человека, а человек красит место. И когда вы приходите, вот такие вот стоите, вот так вот, да, то, конечно, вам будет не весело. Но если вы пришли по-настоящему отдыхать, классно проводить время, знакомиться, разговаривать, то, я думаю, в таком случае нравится фестиваль. Я вот на пару фестивалей приходил вот так. И да, эти фестивали мне не понравились. Получается, что виноват-то я, потому что я пришел заведомо плохо проводить время. Поэтому приходите хорошо проводить время, и тогда он вам запомнится, и, может быть, этот Sounds of Sakha станет вашим любимым. Мы вообще очень много времени проводим с фестивалем, 3-4 месяца.
чтобы вот один день так ярко провести, поэтому нормально все будет здесь в итоге. На часах 3:03, я думаю, что наша акция заканчивается, билет отдали в 2:10 или в 2:15, и 45 минут просто гуляли, жарит солнце. А закончили мы в том месте, где, я думаю, кто-то из нас даже становился рокером. Давайте уже хорошее настроение раскачивать, потому что 23 июля нам нужны все в хорошем настроении, с улыбками, чтобы вы там улыбались, танцевали. У нас, кстати, будут краски Холли, мы изгоним зло, и вообще все будет классно. Приходите на Sounds of Saha, Jane Eyre, Animal Jazz, Аркада, Анна Домини, Sounds of Saha 2016. Всех ждем. Пока. Я замедлял